Включили, да? Сейчас, подожди, давайте. Сейчас, да. Добрый день, уважаемые коллеги, кто присутствует в студии и кто подключается к нам онлайн. Мы очень благодарны вам за то, что в этот рабочий день, учебный день, вы нашли возможность присоединиться. Нас сейчас смотрит более 90 человек, и активно можете принимать участие. YouTube-канал позволяет писать в чате, поэтому, коллеги, задавайте свои вопросы, и даже если мы не успеем в рамках очень ограниченного времени, потому что работа форума, она очень насыщенная, параллельно идет несколько площадок, если мы не успеем ответить на них в формате форума, то мы направим вам ответы уже непосредственно по завершению форума до конца недели. Мы сейчас рады приветствовать вас на стратегической сессии в рамках коворкинга, технологические, организационные и методические аспекты деятельности методических объединений учителей-предметников. Коллеги, в рамках этой стратегической сессии, почему мы ее обозначили именно таким образом, потому что здесь будут звучать именно доклады, которые ставят перед нами далеко идущие цели и уже обрисовывают некие пути достижения данных целей и, соответственно, по которым мы пойдем с вами вместе. В рамках нашей площадки к нам подключатся федеральные эксперты, что для нас очень ценно и важно, потому что Институт стратегии развития образования на протяжении последнего года очень тесно сотрудничает с Институтом развития образования, и вот сегодня коллеги также к нам подключатся. И регламент работы у нас очень насыщенный. Впервые с вами поделятся опытом наши коллеги, участники члены Всероссийского экспертного педагогического совета, которые расскажут о том, каким образом мы взаимодействуем и, собственно, как выстраивается работа на территории Республики Коми, да, и на территории как взаимодействия федеральных экспертов с региональными экспертами. Ну, чтобы не затягивать долго наступление, я предлагаю перейти уже непосредственно к реализации нашей программы. И первое слово передаем Галине Владимировне Китайгородской, ректору Института развития образования, которая расскажет о научно-методическом сопровождении республиканских методических объединений и педагогов. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать в обновленном образовательном пространстве Республиканского института развития образования. Мы рады возможности работать в очном формате и, конечно, благодарим всех, кто сегодня к нам подключился в онлайн-режиме. Коллеги, мы понимаем, что сегодня система сопровождения педагогов – это система, которая выстроена на уровне Российской Федерации и на уровне нашей республики. Конечно, основная цель всей нашей деятельности республиканских методических объединений, муниципальных метод-объединений на уровне образовательной организации – это повышение качества образования. И мы понимаем, что основная именно идеология всех изменений, которые происходят сегодня в системе образования, она, конечно, прежде всего является для нас важным поручением президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин обозначил еще год назад в рамках именно заседания Государственного совета данную цель. Это национальная цель, которая прежде всего важна для системы образования именно как цель и стратегическая, и которая имеет тактические основания. Эта цель связана именно с созданием всех условий для самореализации и развития талантов каждого обучающегося. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, с точки зрения национального проекта образования мы с вами понимаем, что наша цель, она должна стать основанием для деятельности каждого представителя педагогического сообщества. И вот здесь я намеренно на этом останавливаюсь. То есть эта цель не только для органов исполвласти, не только для институтов развития образования, не только для руководителей, которая связана прежде всего с тем, что мы должны продемонстрировать уже в следующем году, что качество образования российского, оно соответствует международным стандартам. Вот эта цель, она должна быть понятна каждому нашему педагогу.
Но кроме цели должны быть понятные условия, которые сегодня создаются. В этой связи, уважаемые коллеги, моя задача еще раз внимание обратить, что сегодня на уровне Российской Федерации, на уровне Республики Коми действительно развивается инфраструктура системы образования. Да, появляются новые инфраструктурные формации, это, конечно же, и изменения, связанные с дополнительным образованием, интеграция дополнительного образования в систему общего образования, появляются школьные кванториумы, точки роста, появляются центры непрерывного повышения профессионального мастерства, но самое главное, что сегодня обновились федеральные государственные образовательные стандарты. Сегодня закон об образовании в Российской Федерации определил, что сегодня обучение и воспитание – это единый процесс. А значит, в центре внимания нашего, уважаемые коллеги, это сопровождение педагога. Потому что педагог сегодня должен соответствовать именно тем требованиям, которые определяются на федеральном уровне педагогу 21 века. В этой связи мы очень хорошо понимаем, что профессиональное развитие педагога это действительно не только инструмент для повышения качества образования, а это система работы, которая выстраивается на федеральном уровне, на региональном уровне, на уровне каждого муниципалитета и на уровне каждой организации. Да, есть очень много концептуальных документов. Это, конечно, и концепция создания федеральной системы сопровождения педагогов, это и принципы национальной системы профессионального роста педагога, но самое главное, что это только условия. Это условия, которые сегодня на уровне каждого субъекта Российской Федерации являются основанием для этих изменений. Поэтому, конечно, в центре нашего внимания педагог, каждый педагог. И в этой связи, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить на приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 22 июля 2021 года. Именно данный приказ утвердил положение о формировании и функционировании нашей региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Российской Федерации. Действительно, в рамках данного приказа обозначено, что федеральным координатором данной системы является Академия Министерства просвещения Российской Федерации. На уровне каждого региона и в Республике Коми в том числе создан и уже активно работает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства. Основная цель, я не случайно говорю, мы теперь учим не всех, а мы сопровождаем каждого, это создание индивидуальных профессиональных траекторий для развития профессиональной компетенции каждого педагога. И объединение всех ресурсов, которые есть сегодня в Республике Коми и на уровне Российской Федерации. Поэтому, конечно, когда мы говорим о наших региональных принципах, мы понимаем, что прежде всего вся наша работа, она соответствует федеральной цели, потому что мы сегодня работаем, да, в едином образовательном пространстве, но мы сегодня должны понимать, что в каждом субъекте Российской Федерации, Республики Коми, созданы аналогичные условия для сопровождения педагогов. В этой связи, конечно, соответствие целям, задачам проекта образования – это основная именно задача, которая сегодня на уровне органов власти исполняется. Кроме этого, на уровне нашей республики не только сформирован план мероприятий и событий, но самое главное – меняется идеология. Для того, чтобы сопроводить педагога, мы должны прежде всего понять, а что необходимо нашему педагогу, каждому педагогу. Коллеги, в нашей республике сегодня 17 693 педагога. А значит, задача Института развития образования совместно с республиканскими объединениями, с муниципальными службами довести не только информацию о возможностях, а выстроить работу таким образом, чтобы мы понимали, какие дефициты есть у педагога и какие есть потребности у каждого педагога. Для того, чтобы эта система заработала, мы должны понимать, что происходит консолидирование всех ресурсов и всех тех, кто сегодня
работает именно на благо наших педагогических работников. И я вам сегодня еще раз хочу продемонстрировать ту структуру регионального управления профессиональным развитием педагогов, которая в республике уже сложилась. Мы о ней уже несколько раз говорили на разного уровня совещания, но, уважаемые коллеги, кто сегодня к нам подключился, я знаю, что подключились и многие управления образования, давайте еще раз внимание обратим, что на республиканском уровне сегодня уже работают очень активно республиканские методобъединения. Коллеги, у нас их 28. Институт развития образования имеет уже структуру, которая нацелена на индивидуализацию с новыми технологиями работы. И самая сейчас главная задача – это создать аналогичные системы на уровне муниципалитета. Мы должны вместе с председателями РМО создать методические объединения по всем предметам, а также объединение педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов в каждом муниципальном образовании. А далее аналогичная система должна быть создана, коллеги, на уровне каждой образовательной организации. Вот такая иерархичность методического сопровождения, она позволит нам действительно дойти до каждого педагога, выявляя его потребность и его сопровождать. Что в сегодняшний день уже есть? Да, с каждым муниципальным образованием уже подписано трехстороннее соглашение, и в этой связи в рамках этих трехсторонних соглашений мы видим, что субъектами сопровождения педагогов у нас являются: первое – это Центр непрерывного повышения профмастерства, который агрегирует всю информацию по тем дефицитам, потребностям, которые есть у педагогического сообщества, которые мы получаем от муниципальных образований. Именно Центр сопровождает деятельность республиканских методобъединений. Именно Центр сегодня действительно отбирает стажировочные площадки, которые могут демонстрировать лучшие практики. И уникальность Центра в том, что сегодня в Центре работают методисты, тьюторы, лучшие педагоги Республики Коми. У нас такая уникальная возможность была в прошлом году понять эту концепцию и уже претворить ее в жизнь. И вот с этого года, вот у меня сейчас в студии находятся уже наши коллеги, методисты, лучшие педагоги Республики Коми, которые прошли обучение в Академии просвещения, которые получили такой статус, уникальный статус методистов, тьюторов. Это педагоги, но которые действительно являются сегодня практиками, демонстрирующими результаты своей деятельности. Они уже обеспечивают именно то сопровождение наших педагогов, которое необходимо с точки зрения применения новых методических практик, и не только методических, но и образовательных. В этой связи большое значение, конечно, играют для нас республиканские методобъединения. Мы уже провели установочное совещание с нашими председателями, тоже понимаем, что идет обновление нашей совместной работы, и наша главная задача вот эту выстроить иерархию республиканского методобъединения, муниципального методобъединения и объединения на уровне образовательных организаций. Очень важно, конечно, что муниципальные методические службы сегодня должны появиться в каждом муниципалитете. Такая задача стоит в рамках приказа, о котором я уже говорила, приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И обращаю внимание, в положении функционирования этой системы, уважаемые коллеги, появляется функционал о муниципальных методических объединениях. Обращаю внимание, именно муниципальные методобъединения осуществляют совместно с республиканским методобъединением, совместно с институтом методическую поддержку каждого педагогического работника. По наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания. И сегодня будем говорить, конечно, об этих проблемах, которые возникают. Не случайно наша площадка была проведена в форме коворкинга, и сегодня педагоги-предметники уже работали с методистами, тьюторами, лучшими педагогами нашей республики именно по выявлению не только потребностей, но и по нивелированию тех дефицитов, которые возникли во время различных диагностик, которые проводили в прошлом и в этом году. Поэтому, конечно, вот создание этой среды единой методической – это наша совместная задача. Да, она трудна, потому что идет возрождение этой среды, но мы должны понимать, что за этими словами конкретные личности, и, коллеги, у нас будет возможность вам постепенно их представлять. Далее, уважаемые коллеги,
На уровне каждой образовательной организации, на следующем слайде мы это видим, должны работать и пары педагогов, которые объединяются на разных условиях. И вот здесь очень важна роль объединений, которые возникают на уровне каждой организации. Мы сегодня понимаем, что целевая модель наставничества, которая очень активно работает в каждой организации, сегодня она уже внедрена, у нас есть куратор целевой модели наставничества, она является основанием для того, чтобы уже технологически объединять эти пары. Какие это пары? В первую очередь, конечно, это учитель, и в школе его знают, который владеет определенной компетенцией, который может стать наставником для кого? Для учителя, у которого еще эта компетенция не сформирована. Какая-то может быть компетенция. Это может быть и цифровая грамотность, это может быть и предметная компетенция. По какому-то конкретному, например, вот коллеги Нина Вирина вот об этом сегодня рассказывала, да, по какому-то, например, конкретному дефициту. Либо это может быть методическая компетенция, которую надо через стажировку каким-то образом определить им уже в дальнейшем именно как навык. В то же время, уважаемые коллеги, это, конечно, всем известная пара педагогов, это опытный педагог и молодой педагог. Все это происходит на уровне образовательной организации через горизонтальное обучение. Вы спросите, а каким же образом это осуществить? Для этого работает Центр непрерывного повышения профмастерства. У нас есть новые модели, есть новые технологии. Нам теперь необходимо действительно, создавая эту методическую сеть, работать вместе с руководителями образовательных организаций. Чтобы это было не одностороннее обращение на уровне республики к педагогу, а через вот именно эту сеть, о которой я уже говорила. Поэтому, конечно, мы понимаем, что различные показатели, которые мы должны достигать, охват ежегодный от 5-10%, да, это идет все с нарастающим итогом, но ведь самое главное для нас – это что у нас есть механизмы для взаимодействия, нам надо пользоваться ими. Вот сегодня, уважаемые коллеги, один из механизмов, который мы используем, это, конечно, канал обмена практиками. Это наш форум образования государства и общества. И в то же время, уважаемые коллеги, наши еженедельные методические семинары по разной тематике, это вебинары с участием федеральных экспертов, это наше включение в проект по функциональной грамотности, о котором сегодня будет Галина Сергеевна Ковалева говорить. Это все то, что сегодня является для нас каналами обмена информацией и взаимодействия. Поэтому, конечно, уважаемые коллеги, мы понимаем, что наша система образования сегодня рассматривается, все об этом уже говорят, как экосистема. Что такое экосистема? Система, которая саморазвивается, саморегулируется, то есть над ней не доминируют такие установки «надо сделать сегодня-завтра», а действительно потребности появляются, и на эти потребности идет реагирование с точки зрения тех ресурсов, которые есть. Какие-то ресурсы, я еще раз говорю, Институт развития образования, а именно Центр непрерывного повышения профмастерства, наше республиканское объединение, республиканские инновационные площадки, это наши опорные школы, это наши педагоги, методисты, тьюторы, которые работают в центре. Это уже 42 стажировочные площадки, на которых происходит именно передача уже тех знаний и умений, которые нарабатываются во время различных форм формального и неформального образования. То есть происходит фасилитация опыта педагога. Это все ресурсы, методические ресурсы. Теперь самое главное их правильно выстроить. Поэтому, конечно, мы понимаем, что алгоритм нашей системы основан на том, что сегодня каждый руководитель и каждый педагог должен понимать. Алгоритм начинается с индивидуализации, с того, что сначала выявляется профессиональный дефицит, и потом педагог не может появиться на каком-то семинаре, на курсе повышения квалификации, когда мы не понимаем его потребность и дефицит. Сегодня педагоги должны входить в систему диагностики. И сегодня мы очень рады, что благодаря Академии просвещения уже более 1000 педагогов прошли официально профессиональную диагностику. Она выстроена по нескольким компетенциям, по предметным, по методическим, по компетенциям в области государственной политики. И далее, уважаемые коллеги, мы понимаем с вами, что Институт развития образования имеет все эти данные для того, чтобы далее сопровождать педагога и вместе с педагогами, методистами, тьюторами
выстраивать индивидуальные маршруты. Мы в прошлом году прошли это с коллегами, и я очень рада, что коллеги здесь вместе с нами работают. И поэтому, конечно, поиск и реализация способов, форм ликвидации затруднений – это все наша совместная работа. Далее, уважаемые коллеги, вот на слайде вы видите, как выглядит индивидуальный маршрут педагога. Я уже сказала, что более 120 уже коллег имеют такой маршрут. Итак, профессиональная диагностика, выявлены дефициты. Далее у нас есть региональный план, куда мы педагогов включаем. Я уже говорила, это семинары, вебинары, это при необходимости повышения квалификации федерального уровня, республиканского уровня. Это уже для лучших педагогов и конференции и так далее. И поэтому, конечно, далее в этом маршруте очень важен последний для педагога процесс. Это обязательно стажировка на уровне образовательной организации и далее повторная диагностика. Да, он для нас понятен. И вот с точки зрения итога, уважаемые коллеги, что у нас уже есть. Итак, у нас есть платформа «Личный кабинет педагога». Сегодня мы понимаем, что личный кабинет педагога сегодня это для нас инструмент. В нем уже зарегистрированы, коллеги, более 330 педагогов, с которыми мы работаем, а нас 17 тысяч. И поэтому мы должны понимать, что через личный кабинет педагога должны пройти все. И я хочу напомнить, что у нас первый день была стратегическая сессия, которая была посвящена индивидуализации маршрутов педагогов. Коллеги, она есть в открытом доступе. Мы там рассказывали конкретно о данной платформе. Поэтому, уважаемые коллеги, кто не был с нами в первый день, у нас было много подключений, но вдруг не удалось, внимание обратите. Вот так она выглядит, уважаемые коллеги. Вот у нас на слайде представлено, но самое главное, что мы готовы выходить. Коллеги, это очень важно. В каждую образовательную организацию. Мы готовы приезжать в каждый муниципалитет. И вот недавно мы были со своей командой, у нас было 18 человек, мы выезжали в Выжимский район. И мы проработали в Выжимском районе с каждой образовательной организацией. Спасибо, уважаемые коллеги, за то, что вы нас принимали. Поэтому каждый муниципалитет, первое, может вместе с нами пройти по пути проекта «Мобильный методист», но и каждая образовательная организация. Мы не только концепции расскажем, но и технологии сопровождения педагогов. Что еще важно? Что действительно сегодня диагностические процедуры, они очень разнообразные, они верифицированные. Для нас это действительно уже как факт свершившийся этот инструмент, ну и, конечно, разнообразные формы наших занятий. Вот вместе со мной сегодня в онлайн-студии находится Игорь Владимирович и Нина Евгеньевна, которые очень активно включаются и в семинары, в курсы повышения квалификации, которые имеют статус. Нина Евгеньевна председатель РМО, Игорь Владимирович у нас методист, тьютер, очень активно работает сегодня на кафедре, которая у нас создана в сентябре, кафедра точных наук, поэтому, коллеги, это очень важно, это лучший педагог, который работает вместе с нами. Но у нас будет, наверное, еще возможность, коллеги, еще провести информационную сессию, представить всех наших методистов, это, коллеги, важно. Поэтому, конечно, наши задачи, они всем нам понятны. Мы подписали уже трехсторонние соглашения со всеми управлениями образования, поэтому я думаю, что вот эта выстроенная система методического сопровождения, она должна быть доведена до каждого педагога. Мы должны рассказывать об этих возможностях, это очень важно. Руководители образовательных организаций, понимая эту идеологию, должны осознавать, что мы сегодня учим каждого, но педагог, он работает не один в образовательной организации, работает команда педагогов, работает команда управленцев. Поэтому, конечно, погружение в систему обновленных и стандартов, и решение задач функциональной грамотности возможно только тогда, когда мы работаем именно с командами образовательных организаций. Ну и, конечно, каждый педагог сегодня, он должен уже не только понимать, что есть ресурсы, а знать, как с ними работать, а Институт развития образования и Центр вот этому способствует. Коллеги, спасибо вам за внимание. Я очень надеюсь, что мы будем продолжать работу. Идеологически я представила все сегодня возможности, а самое главное, систему, которая сегодня наконец-то начинает работать как единая система сопровождения каждого педагога.
И мы очень надеемся, что наши следующие встречи, они будут уже содержательны с точки зрения нашей системы профессионального развития. Но самое главное, чтобы каждый педагог осознавал, что педагог сегодня находится в пространстве постоянного развития, непрерывного повышения своего мастерства. Мы педагоги 21 века. Итак, уважаемые коллеги, спасибо за внимание, спасибо, кто был в очной студии, спасибо, кто работал с нами в онлайн. Я надеюсь, что вам будет интересно работать с нами и в дальнейшем. И Наталья Николаевна, продолжает, сейчас представит очень важное выступление. Как уже сказали, Институт развития образования имеет долгосрочное соглашение с Институтом стратегии образования. Мы с ними работали и в рамках внедрения программ воспитания. И сегодня мы стали активными участниками проекта по функциональной грамотности. Уважаемые коллеги, план по функциональной грамотности утвержден на уровне Министерства просвещения Российской Федерации. План, который включает как раз технологии методического сопровождения каждого педагога. В апреле следующего года нас ожидает участие каждого субъекта в исследовании ПИЗа. Мы сегодня понимаем, что все субъекты Российской Федерации прошли апробацию участия в данном исследовании. К сожалению, результаты Республики Коми, и мы уже проводили информационную сессию по этим результатам, они демонстрируют, что мы ниже среднего уровня по Российской Федерации. На уровне каждого муниципалитета сегодня сформированы команды, в которые входят муниципальные координаторы, входят координаторы по различным видам компетенций, в том числе читательской компетенции, естественно-научной компетенции, финансовой грамотности, глобальной компетенции. Это все то, что сегодня нарабатывается на уровне муниципалитета. И мы понимаем, что первоочередная задача апробировать ту систему, о которой я говорила, именно в рамках данного федерального плана. На уровне республики Институт развития образования является координатором всей этой деятельности. И вот сегодня Галина Сергеевна Ковалева, первая была у нас задача ее пригласить очно. Мы с этим справились, но, к сожалению, не получилось, исходя из того, что эпидемситуация в республике, она все время усложняется, ей приехать очно. Она сегодня должна была подключиться онлайн, и мы ждем этого подключения, но она, Галина Сергеевна, большая молодец, она подготовила для нас видеообращение, и мы сейчас его будем представлять, и при необходимости Галина Сергеевна Ковалева, руководитель проекта по функциональной грамотности, работать с Республикой Коми и готовы нас сопровождать индивидуально. Поэтому, Наталья Николаевна, вам слово. Предваряя выступление Галины Сергеевны, все-таки, наверное, начнем с выступления Евгения Евгеньевича Семченко. Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования обратился к нам. Также, поэтому я позволю себе его обращение. Да, то есть это ко всем субъектам очень профессионально, правильное с точки зрения обращения к педагогам. И приветствие, и здесь профессиональное напутствие. Добрый день, уважаемые коллеги. Как говорится, если вы видите это выступление, значит, по объективным причинам я лично не смог принять участие в нашем сегодня. Одним из направлений выступает формирование в системе общего образования функциональной грамотности у наших учащихся. В рамках реализации национального проекта образования Министерством просвещения реализуется целый комплекс мер, направленных на формирование функциональной грамотности. На федеральном уровне делается следующее. Организована и проводится общероссийская оценка качества образования по модели ПИЗа, разработан банк заданий по функциональной грамотности, а также комплекты учебно-методических пособий и тренажеры для отработки навыков решения заданий в формате международных исследований. Разработаны и утверждены новые стандарты.
обеспечивается методическое сопровождение оценки функциональной грамотности школьников в региональные системы повышения квалификации и методической поддержки педагогов. Федеральным координатором сопровождения регионов в данном вопросе назначен Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Что необходимо сделать в первую очередь на уровне субъекта федерации? Разработать региональные, муниципальные и институциональные планы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности на текущий учебный год. На уровне субъекта федерации определить уполномоченную организацию и специалистов, ответственных за работу по интеграции методологии и методического инструментария по функциональной грамотности, разработанных на федеральном уровне, в региональную систему методической поддержки учителей. Систематически проводить с муниципальными органами управления образованием методические совещания по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. Актуализировать планы работ региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности. Организовать работу школ по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности тех заданий, которые разработал Институт стратегии развития образования. Обеспечить прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. Организовать соответствующую информационно-просветительскую работу с родителями, представителями СМИ, общественностью по этим вопросам. Особый упор в работе следует сделать на обучающихся 8 и 9 классов и педагогов, работающих с ними. Сегодня включение заданий по функциональной грамотности в учебную деятельность и проведение контроля и оценивания результатов работы должны стать приоритетными именно в отношении данной категории участников образовательного процесса. Вместе с тем, важнейшим направлением работы является организация работы по развитию читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных компетенций, креативного мышления обучающихся всех возрастных категорий. Коллеги из Министерства просвещения и Института стратегии развития образования РАО предложат вашему вниманию схему реализации мероприятий по повышению функциональной грамотности школьников с возможными конкретными механизмами управления на региональном, муниципальном и институциональном уровне. Внедрение предлагаемых управленческих механизмов призвано обеспечить применение и развитие практик формирования функциональной грамотности на всех уровнях управления, от регионального до школьного, тем самым решить поставленные задачи, достижение новых образовательных результатов, позволяющих показать конкурентоспособность нашего российского образования на международном уровне. Коллеги, вперед в десятку лучших стран мира по качеству общего образования! Что, коллеги, очень важное напутствие. Вперед, действительно это так. Поэтому мы хотим сегодня представить вам более детально не только план, но и те инструменты по формированию функциональной грамотности, которые сегодня на уровне уже Российской Федерации рассматриваются именно как успешная практика. Татьяна Николаевна, я прошу вас продолжить работать. Я думаю, что мы с вами еще присоединимся к обсуждению наших актуальных вопросов на других площадках. Я, к сожалению, должна вас покинуть, но желаю вам успешной работы. Спасибо вам большое. Коллеги, вы услышали посыл Евгения Евгеньевича, и действительно сейчас Галина Сергеевна, как представитель Института стратегии развития образования, заведующий Центром оценки качества образования, как раз-таки более детально и подробно расскажет о том, каким образом формировать функциональную грамотность и каким образом, то есть она разведет понятие формирования и оценка функциональной грамотности, то, что у нас иногда с вами вызывает некие сложности. Поэтому я позволю себе включить ее видеообращение, но прежде чем включу, хотелось бы пару слов сказать о том, что действительно Евгений Евгеньевич говорит о том, что необходимо сформировать эту систему, но на сегодняшний день она уже сформирована и фактически она уже действует. Действительно, еженедельные
будут еженедельные у нас подключения. Не удивляйтесь, 16 сентября стоит, это, собственно, наша дата обращения к Галине Сергеевне, поэтому вот она таким образом направляет свое видео. Когда она записывает, тогда она дату и ставит. Еженедельно Академия Минпроса проводит для нас, как региональных представителей по 6 направлениям функциональной грамотности, проводит семинары и вебинары, и по факту получается так, что теперь мы еженедельно будем вас посвящать в те сложности, проблемы и пути решения, которым будут обучать нас, коллеги. Поэтому работа действительно, не зря Евгений Евгеньевич так это на позитиве закончил, что вперед и в светлое будущее, оно нас с вами действительно ожидает, но, как говорилось, без труда не выловишь и рыбку из пруда, да? А труд у нас предстоит, коллеги, колоссальный. Это сказал Сергей Владимирович. Не просто участие в исследовании, Евгений получение бывает... объективных данных. Повышение качества образования, а самое главное, благосостояние страны. Поэтому те вызовы, которые встали перед страной, серьезно, в связи с участием в разных международных исследованиях, о которых сказал Сергей Владимирович. У нас есть и предметные исследования международные, TIMSS и PIRLS, да, и исследования, которые говорят о способности нашего подрастающего поколения решать инновационные задачи, о способности принимать определенные решения и действовать в изменяющейся ситуации. И поэтому указ президента и поставил очень серьезную задачу вхождения в десятку ведущих стран. Но при этом, уважаемые коллеги, обратите внимание, это не значит, все сделано во имя одного исследования, да? А при этом необходимо сохранить лидирующие позиции и в исследовании PIRLS в начальной школе и в основной школе по всем направлениям, в котором Россия демонстрирует высокие, устойчивые, стабильные результаты. И поэтому мы сейчас можем говорить, да, на моем слайде, я люблю этот слайд, основания для оптимизма. Россия вступила в такую ситуацию, находится в такой ситуации, что у нас одновременно есть наличие политических решений, да, есть организационная и финансовая поддержка, национальный проект образования, вводятся в ВОЗ, в которых отражены основные тенденции международные, изменения глобальные, да, и с учетом наших российских наработок. Да. Следующая позитивная динамика образовательных результатов, она была продемонстрирована и в исследовании ПИЗа до 2017 года. Да? Затем в начальной школе мы увидели эффективное введение стандартов в начальной школе и значительный прирост результатов в периоде с 15 по 18 год. Создание инфраструктуры оценки качества образования на различных уровнях, и вот вы представляете, многие из вас, региональные структуры, и наличие объективной информации о качестве. То есть вот это все сочетание говорит нам о том, что Россия может решить очень серьезные и важные задачи, потому что обеспеченной финансовой, организационной, кадровой поддержкой, а самое главное, профессиональными ресурсами. А профессиональные ресурсы – это федеральные структуры, которые сегодня вот представляют работу, и вы, уважаемые коллеги, профессиональная команда региональных координаторов и координаторов школ. Именно от нашей слаженной работы зависят результаты, то есть зависит, безусловно, качество образования и их отражение в результатах международных исследований. В 2018 году была поставлена серьезная задача не пойти по пути копирования методологии ПИЗы или копирования самих заданий, а была поставлена задача на основе методологии. Инструмент, который был бы конкурентоспособен, да, провести и проводить исследования регулярно, да, которые бы давали нам результат на
общероссийский результат ежегодно, и на основе использования всего того, что накоплено в мире и в стране. И главное, на что мы стали обращать внимание и сконцентрировали свою работу именно на приоритетных целях. И если вы сейчас проанализируете все, что делается в мире, действительно многие стандарты и многие национальные экзамены переходят на направление формирования оценки функциональной грамотности и одновременно создание поддерживающей позитивной образовательной среды за счет изменения содержания стандартов, да, за счет изменения учебного процесса. И основанием, конечно, для нашей работы были наш федеральный государственный образовательный стандарт, в котором представлены предметные, метапредметные, личностные результаты. Безусловно, концепция исследований ПИЗа, которая говорит о том, что фундаментальные знания, умения, предметные – это основы. Без них нельзя сформировать способность использовать эти знания в ситуации реальной жизни. Компетенции являются основой для того, чтобы эти знания, умения, ценности, отношения применялись и переносились в ситуацию реальной жизни. Но обратите внимание, как меняется и целевые установки программ, и целевые установки измерения. Это не просто набор знаний и умений, которые проверяются и формируются, а все это проявляется в действиях, в стратегиях, да, в том, как наши выпускники школы могут действовать в определенных ситуациях. Поэтому результатом и являются позитивные модели поведения, позитивные принятия решений по разным аспектам. И, конечно, навыки 21 века – вот это основание, по которому мы движемся. И, безусловно, поскольку мы в России, и для нас очень важно использовать тот опыт накопленный, опыт, накопленный в области психологии, педагогики, российский, он ведущий в мире. И поэтому, думая или планируя работу о создании национального инструмента, мы взяли за основу наши разработки. И хотя определение, которое дал Алексей Алексеевич Леонтьев, что функционально грамотный человек – это тот, который способен все использовать, все знания, да, для решения различных проблем, безусловно, его определение пересекается с основным вопросом исследования ПИЗа, а насколько наши выпускники основной школы могут решать задачи вне ситуации учебной. Поэтому основа российские разработки с учетом методологии исследования ПИЗа. Но, уважаемые коллеги, я прошу всех обратить внимание. Функциональная грамотность – это не новые знания. Это не новая грамотность. Функциональная грамотность – это способность использовать те знания, которые мы передаем, те умения, способы в действии, но при решении широкого круга задач. Но вот здесь, уважаемые коллеги, вот здесь объяснение того, что в разных исследованиях российские школьники демонстрируют разные результаты. Обнаруживает функциональная грамотность за пределами тех учебных ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, способы приобретались. Это означает, что единый государственный экзамен, наши итоговые оценочные процедуры, если в них нет ни типичных, незнакомых задач с моделями, которые были представлены в демо-версии, не могут измерить ту самую функциональность, свободный перенос знаний, умений, навыков в ситуации. И поэтому, чтобы оценить уровень функциональной грамотности, нужно было изобрести ПИЗ. Да? Нужно было дать нетипичные задания, не тех форматов, которые используются в учебниках, используются на экзамене, и предложить школьникам их выполнять. И решение этих задач, видите, требует применения в незнакомой ситуации, то есть творческой активности. Решая проблему разработки банка заданий, мы поставили задачу и целевые установки включения заданий, разработанных в различные предметы, потому что именно в рамках предметов формируются и метапредметные результаты, и способы действий. Да? Следующая цель – проведения оценочных процедур и создание тренажеров для формирования индивидуальных траекторий. Но обратите, коллеги, внимание, какие акценты. Да?
Внедрение новых учебно-методических материалов, чем занимается наш центр, и наш институт, вместе с издательством «Просвещение», но изменение, главное, учебного процесса. И для этого, безусловно, коллеги, необходимо и подготовить учителей, поэтому широко развивается система повышения квалификации, и подготовить специальных разработчиков, которым не просто разрабатывать задания, и Сергей Владимирович об этом говорит, и, конечно, создание учебно-методических пособий. Но следующее направление, что связано с оценкой, переосмысление системы оценки, внедрение формирующего диагностического. Весь мир от итоговой, только тестовой проверки, да, суммативно иногда говорят, да, суммирующие все знания, переходит к формирующей диагностической оценке, которая дает обратную связь учителю, дает обратную связь ученику и родителям о достижениях и продвижении ученика. Но для этого нужны специалисты и разработчики заданий, психометрики. И главное, введение в штат школы специалистов по диагностике. Очень хотелось бы от вас узнать, в Москве есть такие специалисты по оценке качества? Если во всех регионах, вводится ли в мире, в лидирующих странах, в каждой школе есть специалист, который занимается измерением и отвечает за то, как результаты измерения используются в учебном процессе, как они представляются детям, родителям, учителям. Ну и последнее направление – это формирование функциональной грамотности по индивидуальным траекториям. И вот здесь работает наш электронный банк заданий, но необходимы в школах цифровые устройства, доступ в интернет и, конечно, качество программного обеспечения. Ну а теперь конкретно, все-таки что же мы стали делать? Мы, конечно, могли бы взять, как в рамках общероссийской ПИЗы, только 3 направления: математическую, читательскую, естественно-научную. Но мы максималисты, мы взяли все 6 направлений, которые разработаны в исследовании ПИЗа, и получили разрешение от Международного комитета взять модели ПИЗы 2022 года, нового потока, нового цикла по математической грамотности и креативному мышлению. Но это не означает, вот эти наши 6 направлений, Дмитрий Александрович говорил об этом, что других нет. Пожалуйста, информационная, гражданская, налоговая инспекция. К нам приходили люди из налоговой инспекции с просьбой и с предложением разрабатывать. Мы не против. Грамотность означает наличие знаний, да, опыта, и дальше создание инструментария, который этот опыт изучит, оценит, как этот опыт передается в различных ситуациях. Ну а теперь что мы сделали? За основу взята концепция ПИЗа. На этой основе разработан инструментарий с 5 по 9 класс. И вот здесь в качестве иллюстрации я показываю, да, в рамках нашего проекта создавалось большое количество заданий, которые прошли, начиная от когнитивной лаборатории, когда мы выходили в школу для того, чтобы понять, а как дети понимают ли формулировки заданий, какие ответы они дают, затем массовая апробация, и затем уже непосредственно апробированные задания входили в банки заданий. То же самое было сделано и по математической грамотности, в которой модель решения математической задачи от реального мира, от реальной задачки переходит в математическую модель. И самой главной проблемой для российских школьников оказалось увидеть в реальной ситуации математику. И получалось, что один из выводов был, что мы учим математики, для экзаменов, а для жизни менее 20%. Иногда, максимум 30% детей хорошо выполняют задания на переформулирование задачки реального мира в контексте математики. И что хотела бы сказать в связи с ПИЗой-22. Большое внимание будет там уделяться именно проблеме рассуждения, логического доказательства своих решений. Дальше, естественно, научная грамотность. Приоритетная она будет в 2025 году, но за основу взята модель естественно-научного познания, и мы начали уже работать на будущее. Где сейчас находится все то, что сделал институт? Первый был портал, и он до сих пор функционирует, skiffinstrau.ru, это банк заданий, и по всем 6 направлениям вы можете познакомиться с нашими материалами. Многие из вас его активно
используем. Второе направление – это в издательстве «Просвещение» за 2 года создано 17 пособий, которых наши коллеги, а наши коллеги-разработчики – это команда 40 человек, это авторы учебники, авторы стандартов, это все эксперты международного уровня, участвующие в исследовании ПИЗа, исследовании ПИРС и исследовании ТИМС. И они уже сейчас все уже изданы, вот эти пособия, и ими очень широко стали использоваться. И некоторые регионы, например, Московская область, закупила эти пособия в каждую школу. И следующее, о чем в большей степени сегодня я буду говорить, и Даниил Артемович, представляющий Федеральный институт цифровой трансформации и образования, это электронный ресурс. Ну а теперь, коллеги, на этом электронном ресурсе в настоящее время, и многие уже, наверное, знакомились, открыты диагностические работы специально для этого направления 8-9 класс, для тех школ, которые планируют участие в общероссийской ПИЗе и в ПИЗе в будущем. Да? Наши диагностические работы немножко отличаются от самого инструментария ПИЗа. Дело в том, что каждый ученик, выполняя исследование ПИЗа, получит на флешке работу на 2 часа, в которых 4 различных блока. Поскольку у нас работа несколько отличающаяся методически, и с подготовкой будут работать учителя, предметники, связанные с русским литературой, с математикой, естествознанием, было принято решение сделать диагностические работы по предметам. Таким образом, у нас сейчас и будет открываться постепенно, часть материалов открыта, часть будет открыта в ближайшее время. Вам будет представлено, уже есть по 2 варианта по 3 направлениям, и новые варианты, по 2 варианта по всем 3 общим направлениям. Но по всем 6 направлениям в Федеральном институте и у нас на портале представлены также задания и по глобальным компетенциям, и по финансовой грамотности, и креативному мышлению. Как вы видите, вот на этом слайде обозначены цели работы, оценить уровень сформированности по 3 направлениям. Что это означает? Это означает, что на основе апробированного инструментария мы установили определенные границы уровней. Мы вводим 5 уровней в соответствии с уровнями исследования ПИЗа. Недостаточный уровень, который дети не демонстрируют, минимальное проявление функциональной грамотности, затем базовый, повышенный и высокий уровень функциональной грамотности. Вам очень повезло, коллеги. Еще до ПИЗа-22, еще до общероссийской ПИЗы вы получите информацию, проведя эти исследования, о том, на каких уровнях формирования математической, естественно-научной и читательской грамотности находятся ваши дети. Да? Безусловно, всем понятно, что за такой короткий срок подготовиться невозможно, тем более развить так быстро творческую активность, самостоятельность мышления, системность мышления, к чему призывает исследование ПИЗа, невозможно. Но оценить уровень подготовки ваших детей вы сможете. Хотя работа на 40 минут, здесь есть число заданий, определенное в соответствии с международными требованиями и формирование шкалы. Тип заданий абсолютно разный, от выбора одного до нескольких, причем преимущественно множественный комплексный выбор. Так? Задание с кратким ответом и с развернутым ответом. И очень часто бывает комбинация выбора ответа и обоснования. Вот сейчас в математике большинство заданий ПИЗа идет по такой структуре. Вам нужно представить ответ и дать его обоснование. Ну а система оценивания традиционная от 0. Каждому заданию приписывается 0,1-2 балла, за работу в целом суммарный балл, и мы вот в рамках электронного банка будет вам представлен уровень сформированности функциональной грамотности. Ну а теперь несколько слов. Что это за задания и чем они отличаются от того, что мы используем? Самое главное – это вклад. Это самое важное, что внесла ПИЗа. Это введение нового направления или размерности
не только содержательно-деятельностные знания и умения, но контекст, ситуацию. ПИЗа повернула содержание образования в странах на то, зачем мы это учим. ПИЗа дает возможность мотивировать учащихся. И поэтому в ее концепции как бы 3 направления. Содержательное, да, что проверяется, какие содержательные аспекты, какие компетенции, какие умения нужно применить для того, чтобы решить, выполнить это задание или решить эту проблему, и контекст. Здесь приблизительно сформулировано. Вот пример, например, задания по исследованию ПИЗа. Я специально несколько форматов заданий показала для того, чтобы вы видели. И в чем даже форматы заданий отличаются от того, что мы используем даже в том же едином государственном экзамене. Это известное задание Рапануя, и здесь известные вам задания на отличение факта от мнения. Между прочим, один из руководителей, самый главный руководитель исследования ПИЗа Андрей Шлякер все время говорит об этом направлении, что самое главное в читательской грамотности современной – это понимание, да, объективности информации, отличение факта от мнения, объективной и субъективной информации. Но зачем я показала это задание, этот пример? Для того, чтобы вам показать глубину, которая заложена в оценке ПИЗа, и как это отличается от того, что мы делаем. В ряде заданий, которые используются в едином государственном экзамене, задания на факты мнения обычно используются, выбирается один ответ из 4, да, для того, чтобы отличить факт от мнения. Задание ПИЗа. 5 позиций нам предложено, 5 позиций. И в каждой позиции, анализируя текст, нужно понять, это факт или мнение. И только по суммарному, уважаемые коллеги, по суммарному итогу, по 5 позициям, как бы системно и делается анализ о том, умеют ли школьники отличать факт от мнения. То есть ПИЗа отличается глубиной и системностью оценки. А вот наш банк и вот наша концептуальная рамка. По всем 3 направлениям у нас есть содержательная область, компетентностная и контекстная. Да? И вы видите, что в читательской грамотности там, конечно, нет определенного содержания. Да? Там есть сплошные и несплошные тексты, но главное, как мы определяем. Это человек и природа. Мы берем тексты из этой области. Да? Научные знания открытия, внутренний мир человека, взаимодействие людей, путешествия и многие-многие другие. Причем от класса к классу вот этот набор может немножко меняться. Математики привычны, хотя они обозначены по-другому. Количество – это что? Вы, наверное, все поняли, это арифметика. Пространство и форма – это геометрия. Изменение зависимости – это алгебра. И неопределенности данных – это статистика и работа с данными. А в естествознании – живые системы. Да? Это биология, физические системы и физика с химией, и науки о Земле и Вселенной – это астрономия и география. Компетентностные области представлены в соответствии с теми моделями, которые я уже показала. Но обратите внимание, уважаемые коллеги, естествознание – это научное объяснение явлений, это применение естественно-научных методов интерпретации данных. Вот ведущие приоритетные направления проявления содержания функциональной грамотности. Ну и контексты. И образование, и профессиональная деятельность, и общественная деятельность, и много-много другое. А как выглядят эти задания на платформе, с которой вы, может быть, уже работали или будут работать? Они сделаны по формату ПИЗа. С 2 сторон и задание. Немножко непривычно было для нас, но тем не менее мы в этих же форматах дальше продолжаем работать. Есть текст, да, есть задания, да, в которых есть разные, есть инструктивные части, есть свои задания. Но есть и вот здесь уже сейчас находятся новые задания в стадии введения и отработки. Они будут открыты, как только министерство примет решение об открытии новых
вариантов, то это вот небольшой скриншот из вот такой тестовой диагностической работы на этапе вот сейчас ввода данных. Мы видим всю эту картинку российской электронной школы, да, название демонстрационного варианта. Мы видим, что в нем 8 заданий, я вам говорила, да, и результаты ученику после выполнения заданий ученик уже получит предварительные результаты, но только по тем заданиям, которые проверяются программой, а не экспертами. И только после того, как учитель проверит, и школа получит результаты по всем заданиям. И получая в конце работы свои предварительные результаты, ученик может еще раз пролистать работу, не выполнить, но пролистать эту работу. А теперь, уважаемые коллеги, несколько содержательных в общем-то, слайдов, которые показывают отличие того, что сделано командой, от того, что сейчас находится и используется в учебном процессе. Для нас очень важно, чтобы учителя и методисты научились отличать традиционные учебные задания по разным предметам от заданий по функциональной грамотности. Давайте содержательно обратим внимание, в чем же их существенное отличие. Традиционные академические или учебные задания строятся по принципу от способа к задачам. Нам нужно сформировать способ, ну, например, освоить определенные законы, закономерности и научить учащихся решать задачи на законы Ньютона или по математике на решение уравнений, предположим. Как правило, в этих задачах проблема отсутствует. У нас есть задача, да, что нужно сделать. Есть учебный вопрос. Как правило, контекст отсутствует или он учебный и охватывает предметные умения. А в заданиях на формирование функциональной грамотности мы идем от задачи к способу. Способ не явен. Да? Вам дается реальная ситуация, явно выраженная, а способа нет. И ученик из множественных способов, которые у него есть, которые он освоил, должен выбрать тот, ну, во-первых, увидеть предмет и выбрать способ решения. И как говорит Катерина Николаевна Поливанова, я часто ее здесь цитирую, и ученик думает, из какого кармана ему взять знания, из физики, химии, биологии или математики. Контекст не учебный, и, конечно, здесь необходимо проявить компетенции. И вот несколько примеров для того, чтобы вы почувствовали, поняли, я привела из презентации моих коллег. Задание по математике. Задание, которое и математику курирует Лариса Олеговна Рослова. Да, вот задачка, да, забытый телефон, легенда. Мама пошла на электричку, вскоре после ее ухода обнаружилось, что она забыла телефон. И вот традиционная задачка от способа к задаче. Догонит ли ее сын? Если он может бежать в строй большей скорости, он может добежать до станции за 6 минут, на часах столько-то, а электричка отходит постолько. А вот математическая грамотность. При каких условиях сыну есть смысл попытаться ее догнать? Какие дополнительные данные необходимы? Примите допущение, сделайте вывод и подтвердите свой ответ вычислениями. В рамках ПИЗа идет и креативное мышление, а здесь другие формулировки, коллеги. Предложите 3 разных, как можно больше отличающихся друг от друга способа. Креативность – это значит предложение разнообразных способов решения. Как догнать маму? Сделайте разумные допущения, подтвердите свой ответ вычислениями. Ну а теперь из серии естествознания. Традиционные от способа к задаче. Во сколько раз сила тяжести на поверхности Марса отличается от земной? Да? А проблема, вот видите, легенда. Да? Одна из проблем для первых колонистов Марса – сила тяжести на этой планете отличается от земной. А вот если это грамотность, естественно, научная, то задачка-то другая. Да? Сила тяжести на Марсе 38% от силы тяжести на Земле, и предполагается, что колонистам придется носить жилеты, утяжелители, карманы которых могут быть заполнены свинцовыми пластинами. И вопрос,
какое негативное влияние на организм человека на Марсе помогут предотвратить жилеты-утяжелители. И отдельно, конечно, задание на креативность. Что бы вы предложили для того, чтобы избежать опасности? Опасность – это опасность, что деградируют мышцы космонавта. Ну, а теперь, как формируются банки и что мы делаем в учебном процессе? Каждое задание разработанное соответствует, имеет определенные характеристики и соответствует определенному уровню сложности или трудности на шкале ПИЗа. Поэтому весь банк заданий сейчас калибруется и шкалируется после апробации для того, чтобы эти уровни зафиксировать, с тем, чтобы в учебном процессе можно было двигаться от более низкого уровня к более высокому. Чтобы Россию, которая сейчас, Сергей Владимирович сказал, 30-е место, в соответствии второму уровню, базовому уровню функциональной грамотности, а у нас с вами поставлена задача перейти в десятку лидирующих, а это 4-й уровень самостоятельного применения знаний. И вот наши коллеги, работая над всеми направлениями, выделяют те основания, которые определяют сложность. Первое, если мы говорим о математической и естественно-научной грамотности, это сложность предметного содержания. И первый базовый уровень – это просто достаточно бытовых представлений жизненного опыта для решения. Но для решения сложных 5-6 уровня заданий нужно глубокое осмысление изученного материала и широкая эрудиция в разных областях. Можно сказать и перечислить, презентация будет, вы познакомитесь, сложность когнитивных процессов, от здравого смысла, принятия простых читательских умений, несложных мыслительных операций, до очень сложных мыслительных операций, интеграции и переноса знаний в незнакомую ситуацию. Но и одновременно контекст. Или он бытовой контекст, да, знакомый детям, или сложный контекст, неучебный, иногда научный контекст. А теперь, коллеги, почти завершая, я хотела, чтобы вы проанализировали перед тем, как вы будете выполнять задание, насколько ваши школы, да, готовы к вызовам исследования ПИЗа, к вызову по читательской грамотности современности. Один из лучших экспертов в области оценки читательской грамотности, Рябинина Любовь Анатольевна, в своей презентации представляет по 3 направлениям ключевым компетенциям. Умение найти, извлечь информацию, вот представляет, что умеют наши школьники, а над чем надо подумать. Это для вас, уважаемые коллеги, подумать, умеют или не умеют ваши школьники, готовы или не готовы по читательской грамотности к вызовам исследования ПИЗа. А умеют искать ответ по ключевым словам. Да? Есть ключевые слова, они его нашли. Иными словами, успешны, где не обязательно понимать тот фрагмент текста, который служит ответом на вопрос. Достаточно его процитировать. Дети копируют и цитируют. Но для того, чтобы находить информацию в любом тексте, а это основа читательской грамотности, необходимо понимать синонимические замены слов, неоднозначные, да, между вопросом и ответом. Нужно позиционировать расположение в разных местах, фрагменты, да, необходимо вычленить из контекста содержащего избыточно. Я уже заканчиваю, мне осталось еще 2 слайда, Дмитрий Александрович, как мы договаривались. Так, причем избыточную информацию, часть которой может противоречить искомой. Что умеют наши школьники по умению интерпретировать и интегрировать информацию? Они хорошо работают со сплошными текстами, знакомыми текстами, да, где нет необходимости объединить информацию, вербальную, графическую, устанавливать причинные связи. То есть хорошо работают там, где текст не содержит противоречий, возможностей разной трактовки. То есть обычный учебный текст. Над чем работать? Над текстами и в любых предметах неоднозначная информация, где есть несколько правильных ответов, нужно найти сходство или различия в противоречивых точках зрения, общепринятую и оригинальную информацию. А вот самое сложное, оказывается, это размышление о тексте.
оценка его содержания. Практически нет ни одного направления успеха наших учащихся. 15-летние школьники затрудняются выразить свое мнение по поводу прочитанного текста, включить сообщение текста в контекст собственного опыта, критически отнестись к авторскому сообщению. Это то, на что нацелена была ПИЗа-18. Это то, почему российские результаты в 2018 году по читательской грамотности снизились по сравнению с 2015 годом. Мы очень много сделали, но мы сделали на основе привычных текстов. А информационная среда, в которой работают современные школьники, сильно меняются. И поэтому акценты ПИЗа сильно меняются на противоречивость, на оценку возможности и умения выявлять и анализировать противоречия и надежность информации. И это последний мой слайд. Эффективные педагогические практики. Сергей Владимирович сказал о том, что у них накоплено. Они структурируются по направлениям развивающего обучения. Уважаемые коллеги, собственно, Галина Сергеевна поведала основные, для тех, кто подключается к нам онлайн, повторю, что Галина Сергеевна поведала для нас основные направления, выстроила некие, обрисовала, скажем так, некие векторы, куда нам с вами двигаться и в каком направлении нам с вами развиваться. А я позволю себе несколько изменить очередность выступления, потому что время ограниченное, и про свою тему я могу вам озвучить и в следующий раз. Но, коллеги, для нас с вами, к нам сегодня в студию в очном режиме присоединяются члены Всероссийского экспертного педагогического совета, да, почему-то сообщество просится совета. Это Елена Васильевна Расова, учитель начальных классов гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова, и Нина Евировна Тырина, учитель истории обществознания гимназии номер 1 города Сыктывкара, председатель РМО учителей истории обществознания, и коллеги, собственно, расскажут об их опыте взаимодействия с Всероссийским экспертным педагогическим советом и, наверное, нас чем-нибудь... этого совета. Да, вы еще и члены. Хорошо, коллеги, вам слово. Я сейчас запущу презентацию и... Коллеги, мышкой, пожалуйста, присаживайтесь. Люди, включайте. Да? А где эта мышь? Вот она мышь. А вот этой, да? Да. Все понятно. Так. Давайте немножко как-то. Мы любим парами ходить. Мы привыкли, мы срослись. Как раз педагогические пары, коллеги, о чем говорила Галина Владимировна, да? Можно уже не говорить, да? Вот. Достаточно? Мы с моей коллегой являемся членами Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения Российской Федерации от нашего субъекта Республики Коми. Это наше участие началось с осени прошлого года, 2020 года. Тема, которую мы вам сегодня представляем, она звучит следующим образом. Всероссийский экспертный педагогический совет, инструмент взаимодействия педагогической общественности и Министерства просвещения Российской Федерации. Следует отметить, что собой представляет данный совет. ВЭПС, как мы сокращенно его называем, это постоянно действующий экспертно-совещательный орган при Министерстве просвещения Российской Федерации. Он осуществляет взаимодействие министерства с экспертным педагогическим сообществом в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, развития общего образования. О создании совета под названием ВЭПС наш министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов заявил еще в прошлом году, в конце лета, 26 августа, на федеральном совещании педагогов, которое прошло в онлайн-формате. В соответствии с этим с 21 по 30 сентября осуществляется отбор во Всероссийский экспертно-педагогический совет. Это было открытое голосование, и о желании стать членом ВЭПСа заявило порядка 1779 педагогов из 85 субъектов Российской Федерации.
За кандидатов Всероссийского экспертного педагогического совета было подано более чем 212 тысяч голосов. И вот как раз на данном слайде я представляю информацию, заявление нашего министра просвещения о том, что он подписал приказ, согласно которому мы, соответственно, и мы с моей коллегой официально вошли в состав Совета при Министерстве просвещения. Здесь представлено на данном слайде количество голосов поданных, заявок, конкурсная так называемая программа была, и в Совет вошло 168 педагогов. Следует отметить, что положение и состав Совета были утверждены приказом от 7 декабря 2020 года за номером 708 о Всероссийском экспертном педагогическом совете в сфере общего образования. Как я уже выше сказала, в состав нашего Совета вошли 168 педагогов от 85 субъектов Российской Федерации, и остальные, до 200 у нас там человек, это представители Министерства просвещения Российской Федерации. То есть в общей сложности в данный совет входит там плюс-минус около 200 человек. Председателем нашего совета является министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. И заседания, которые проходят в нашем совете, обычно проходят под его председательством. Итак, председатель ВЭПС осуществляет общее руководство деятельностью Совета, он проводит заседания, утверждает план деятельности и так далее. Следует отметить, что живой и конструктивный диалог, который происходит на наших заседаниях, это свидетельство доступности и открытости нашего министра Сергея Сергеевича Кравцова. Я на данном слайде представляю вам кратко информацию о составе Всероссийского экспертного педагогического совета. Здесь представлен список работников министерства, огромный список, который состоит из еще 166 педагогов, я сюда, естественно, не включила, а прописала только тех, кто является вашими представителями. Это Елена Васильевна Расова и Нина Иверовна Тырина. Члены ВЭПС – это педагоги из 85 субъектов Российской Федерации с самым разным опытом и спецификой работы. Это учителя начальных классов, математики, русского языка, истории, географии, ОБЖ, физкультуры, литературы, словом, огромный спектр различных специальностей. Это и преподаватели, которые имеют опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Если посмотреть по вопросу стажа представителей нашего совета, то наш стаж варьируется от 5 до 40 лет. То есть вот такой достаточно мощный потенциал. Основная форма деятельности нашего совета – это прежде всего заседания. Как я ранее уже сказала, данные заседания проходят в формате онлайн, и проводит данные заседания министр просвещения вместе со своими заместителями и представителями департамента образования. Решения Всероссийского экспертного педагогического совета носят рекомендательный характер, так прописано у нас в положении. А протокол заседания размещается на официальном сайте Министерства просвещения. Следует также отметить, что в нашем положении прописано, что количество заседаний должно быть более одного, да, то есть не менее одного-двух. За истекший период, прошлый учебный год, несмотря на то, что мы достаточно активно включились в работу, мы успели провести порядка 3-4 заседаний. В структуре совета были образованы различные комиссии и рабочие группы по различным направлениям. Вот на данном слайде мы как раз наблюдаем эти основные направления. Это по вопросам управления качеством образования, комиссия по совершенствованию мер поддержки педагогических работников. Это и рабочая группа по разработке информационного ресурса Совета, и рабочая группа по разработке квалификационных категорий педагогических работников. Все 168 педагогов входят либо в комиссии, либо в рабочие группы. Мы с моей коллегой Еленой Васильевной входим в рабочую группу по разработке квалификационных категорий педработников. И распределение в данные комиссии и группы, оно проходило более чем демократично, поскольку каждый из членов нашего совета сам определился, куда, в какую группу или в комиссию он войдет. И
каждая комиссия и каждая группа работает в дистанционном режиме через систему анкетирования, а также предложений, которые поступают прямо на адрес Министерства просвещения. Собственно, за истекший период мы с моей коллегой в этом принимали участие. Наше первое заседание проходило 10 ноября 2020 года в дистанционном формате. Это было установочное заседание Совета под руководством заместителя министра просвещения Виктора Стефановича Басюка. Также хочу обратить ваше внимание на то, какие основные вопросы были поставлены перед нами Министерством просвещения на данном заседании. Первым вопросом это был вопрос, актуальные вопросы организационно-методического сопровождения и нормативно-правового обеспечения деятельности ВЭПСа, обсуждение проектов документов о деятельности Совета, это положение о ВЭПСе и план деятельности Совета для последующего утверждения на Совете. С данным вопросом перед нами выступил Виктор Стефанович Басюк. А вторым вопросом мы разбирали вопрос о задачах непрерывного профессионального развития педагогов, и данный вопрос был представлен в выступлении Лёхина Андрея Викторовича. И затем третий вопрос, представленный Министерством просвещения. Данный вопрос был посвящен исполняющим обязанности директора дополнительного профессионального образования Академии просвещения Российской Федерации Сергея Михайловича Кожевникова. Следует отметить, что помимо заявленных вопросов на первом же установочном заседании огромный был шквал различных других вопросов, которые более являлись животрепещущими для наших педагогов. В первую очередь это огромнейшая нагрузка педагогов по выполнению большого количества документации, которую следует писать нашим педагогам. Кроме того, другие вопросы связаны с работой педагогов и были вопросы связаны с первое заседание прошло просто очень широко. Вообще каждое заседание нашего совета проходит с огромным перечнем вопросов. И надо отметить, что представители Министерства просвещения, включая нашего министра Сергея Сергеевича Кравцова, не жалеют на это время. Последнее наше заседание проходило чуть ли не 3 часа. И это получается вот в онлайн-режиме. На заседании Совета 8 декабря 2020 года была затронута тема работы педагогов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, то есть временного перехода на дистанционное обучение. Ну, а также были здесь озвучены ближайшие шаги по сокращению избыточной документационной нагрузки на педагогов. И следует отметить, что после ноября к декабрю там прошло буквально меньше, чем месяца, и уже данный вопрос, который был заявлен не по повестке первого заседания, он был поставлен в повестку второго заседания, что свидетельствует о резонансе данного мероприятия и, кроме того, свидетельствует о силе голоса членов ВЭПС. Педагоги со всей России представили свои наработки по дистанционной работе, донесли реальные проблемы с диктантом. Данные проблемы, если очень кратко сформулировать, то это прежде всего отсутствие или плохая работа интернета, это отсутствие элементарной техники, условия работы в условиях собственной квартиры. Некоторые педагоги даже говорили о том, что не было бы не увеличить зарплату педагогу в условиях дистанта, в силу того, что педагог тратится на электричество и, по сути, идет автоматизация собственной техники. То есть задавались мне вот такие вопросы. Надо отметить, что подавляющее большинство педагогов все-таки люди семейные, и в условиях дистанта крайне затруднительно найти возможности, чтобы предусмотреть интересы всех членов семьи по обслуживанию одного. По итогам данного заседания после того, когда была озвучена проблема помимо документационной нагрузки педагога, уже от 18 декабря 2020 года за номером 578 вышло письмо Министерства просвещения, которое звучит следующим образом: о снижении документационной нагрузки учителей. Я полагаю, что в этом большая заслуга членов Всероссийского экспертного
экспертного педагогического совета в силу того, что данный вопрос был торпедирован еще на первом заседании и благополучно разрешен на втором заседании. То есть сроки вполне незначительные, на что я акцентирую особое внимание. В разработке данного перечня документов, а мы с вами помним, что туда вошло 4 документа основных, да, как раз самое активное участие приняли члены ВЭПСа. Кроме повестки заседания, члены Всероссийского совета поднимают самые живые вопросы регионов. Ну, вот, например, не буду называть регион, да, в одном из регионов во время заседания нашего ВЭПСа заявили о том, что педагогам не продлевают категории. И практически в оперативном порядке было принято решение, и приказ Министерства просвещения от 11 декабря 2020 года, который продлевает действие квалификационных категорий, он пошел в регионы. И мы с вами прекрасно помним, что этот срок определяется до 31 декабря, если срок завершения квалификационной категории, он в параметрах с 1 сентября по 1 октября 2021 года. То есть приказ Минпроса от 11 декабря 2020 года об особенностях аттестации педработников, которые осуществляют педагогическую деятельность. Далее я предоставлю слово моей коллеге. Мы поделили наше выступление для того, чтобы вы услышали обе стороны. Пожалуйста. Позвольте мне продолжить. Также продолжая Нину Юрьевну, хочу сказать, что с 10 по 18 декабря также проходило обсуждение предложения о введении новых квалификационных категорий педагогических работников, замещающих должности учителей, таких как учитель-методист и учитель-наставник. А также в декабре 2020 года члены ВЭПС обсуждали следующие вопросы. Как пандемия изменила работу учителя? Какие средства поддержки необходимы сегодня педагогам и какую помощь они уже получили? И, исходя из этого, 4 члена Совета из Кирова, Воронежа, Чебоксар и Москвы приняли участие в онлайн-программе «Новая образовательная среда» как раз по теме «Как пандемия изменила работу учителя». 10 марта 2021 года члены ВЭПС рассмотрели комплекс вопросов, среди которых особенно выделялись вопросы по начислению заработной платы. В том, что Нина Юрьевна говорила, что с самого первого заседания учителя, члены ВЭПС активно продвигали именно этот вопрос. По итогам заседания всем членам Совета было предложено принять участие в экспертных обсуждениях, высказать в формате видеоконференц-связи или направить в письменной форме на почту ВЭПС свое мнение или оценку подходов к оплате труда педагогических работников и внести соответствующие предложения. Все предложения членов Совета были обобщены и направлены в Министерство просвещения Российской Федерации. Заседания дискуссионного клуба у нас проходили с 26 марта по 23 апреля. Педагоги внесли аж 17 собственных предложений. После каждого предложения проходила дискуссия, она обсуждалась. Первоначальные предложения педагогов, в них были внесены такие значительные коррективы. Да? Потом внушительно прозвучало мнение Совета о том, что педагогу для качественной работы, подготовки к урокам нужно работать на одну ставку, причем адекватно оплачиваемую одну ставку. Да? В ходе обсуждения выяснилось, что большая часть наших членов нашего Совета имеют в арсенале по 2 ставки, еще и с дополнительной нагрузкой. В выступлениях членов ВЭПС красной нитью было отмечено, что учительская ставка должна быть, по нашему мнению, не меньше 2 или даже 3 МРОТ. Члены Совета принимают активное участие в экспертных обсуждениях, различного рода голосованиях, опросах. Так, в рамках формирования национальной системы профессионального роста педагогических работников Министерством просвещения Российской Федерации было вынесено на профессиональное обсуждение предложение о введении новых квалификационных категорий педагогических работников, таких как педагог-методист и педагог-наставник. По итогам данного обсуждения членам рабочей группы по разработке квалификационных категорий педагогических работников был направлен для работы аналитический доклад о перспективах обновления системы квалификационных категорий педагогических работников с учетом общественных и экспертных обсуждений. Большая часть за введение и апробацию новых квалификационных категорий работников, педагогических работников, педагог-методист и педагог-наставник. Членами Совета была проделана огромная, большая работа по данному вопросу, и все поступившие предложения были проанализированы, и некоторые из них были учтены при доработке.
Майское наше заседание прошло после известной трагедии, случившейся 11 мая 2021 года в городе Казани. Это печальное событие, к сожалению, определило повестку заседания Всероссийского экспертно-педагогического совета 18 мая 2021 года. На данном заседании обсуждался вопрос информационной безопасности детей в сети интернет и образовательной возможности цифровой среды в обучении. Членами Совета была высказана инициатива направить в адрес главы государства предложения в части защиты детей от негативного влияния интернета, а также предложения, связанные со статусом педагога и всего профессионального сообщества, связаны об исключении использования такого термина, как образовательная услуга, по отношению к сфере образования, которая сегодня уже закреплена законодательно. По итогам заседания Совета было принято решение зарегистрировать членов Совета на информационно-коммуникационной платформе «Сферум» для использования ее возможностей в повседневной профессиональной деятельности, а также с целью выработки замечаний и, самое главное, предложений по совершенствованию данного ресурса. 22 июля 2021 года, несмотря на то, что многие уже были в отпуске, но также у нас состоялось заочное заседание в Общественной палате Российской Федерации по вопросам совершенствования системы образования. И тут в заседании Общественной палаты Российской Федерации от нашего совета приняли участие 3 педагога, это из Калининградской области, Санкт-Петербурга и города Москвы. 15 июня 2021 года Сергей Сергеевич Кравцов на встрече с президентом рассказал о работе, которую Министерство ведет с нашим педагогическим сообществом в рамках Всероссийского экспертно-педагогического совета. И мы, как члены совета, очень верим, что наши предложения будут услышаны министром, что вопросы оплаты труда педагога и наша защита для совета приоритетны. В регионах проблем на самом деле много, и, наверное, замысел создания Всероссийского экспертно-педагогического совета и состоит именно в том, чтобы быть соучастными в их решении. В заключение мы с Ниной Юрьевной хотим вам сказать, что мы открыты для взаимодействия и все транслировать даже в адрес нашего министра просвещения Российской Федерации. Ну и в преддверии нашего профессионального праздника всем хочется, пользуясь случаем, все педагогическое общество Российской Федерации и нашего региона поздравить предстоящим нашим профессиональным праздником, Днем Учителя, пожелать нам терпения, здоровья, новых творческих достижений, новых творческих побед, благодарных родителей, активных учеников, и чтобы наше непростое дело нам всем приносило радость. А личные встречи, скажите еще. И еще самое важное. Все наши встречи, 4 заседания плюс дискуссионные клубы у нас состоялись всегда в заочном формате. Мы с Ниной Юрьевной буквально через неделю, дистанционно мы встречались через Zoom, через неделю мы вылетаем в Москву на первую очную встречу в Москву, где встретятся все 168 членов Всероссийского экспертно-педагогического совета, где мы друг друга увидим, будет встреча с нашим министром. Готовы передать все ваши вопросы, пожелания лично, глядя в глаза. Елена Васильевна отметила, что у нас будет очное заседание буквально на следующей неделе, и поэтому хотелось бы, чтобы от регионов были вопросы. Понятно, что у нас есть определенные наработки, на которые мы будем опираться в своих вопросах. Эти вопросы мы продвигаем давно, вопросы зарплаты, вопросы нагрузки учителя, это вопросы аттестации и вопросы наставничества, ну и так далее. Если есть какие-то еще вопросы, то очень хотелось бы, чтобы через Институт развития и образования данные вопросы были донесены до нашего сведения, чтобы мы перед поездкой уже владели этой информацией и могли бы донести до Министерства просвещения, лично нашему министру, который будет проводить данное заседание в очном формате. Огромное вам спасибо. Спасибо, коллеги. Действительно, мы говорим о том, что можете остаться, потому что мы завершаем уже фактически. Действительно, коллеги, будет очень нам от вас такое поручение, очень важное и серьезное. Действительно, у нас есть 2 представителя, которые на уровне федерации представляют наше сообщество педагогическое, могут озвучить, и самое главное, что не озвучить, а даже получить в ответы на злободневные вопросы. Поэтому на адрес Института развития образования мы ждем ваших вопросов. Я так услышала, что тематика может быть совершенно разнообразная, и мы будем ждать вас, коллеги, уже с ответами.
В связи с тем, что у нас произошла накладка, и у нас уже уважаемые руководители образовательных организаций торопятся приступить к обсуждению, я вынуждена снять свой вопрос по федеральным государственным образовательным стандартам. Я приглашу вас в дистанционном формате уже на следующей неделе, и вот таким вот завершением как раз-таки у нас и станет обобщение опыта или представление опыта взаимодействия Республики Коми с федеральными экспертами в рамках Всероссийского экспертного педагогического совета. Я благодарю всех присутствующих очно и всех, кто к нам подключался. Коллеги, я сейчас посмотрела, у нас 132 подключения, поэтому ваш опыт, коллеги, они на нем и подключились в основном. Увидела и услышала очень много коллег. Спасибо, до новых встреч. Большое спасибо. Так здорово. Я тут